Зубная фея. Именно так пациенты называют Эльвиру. Прекрасный стоматолог, художественный реставратор и незаменимый специалист. В недалеком прошлом, будучи еще школьницей, Эльвира мечтала стать адвокатом, но по просьбе отца поступила на стоматолога и совсем об этом не пожалела. Я поступила в Воронежский государственный университет, на юридический факультет. Но, видимо, отец погорячился. Он сначала мне разрешил, но потом весь год рассказывал мне о том, что все-таки лучше быть стоматологом. Тем более, что я девушка, учитывая нашу ментальность, мне лучше быть стоматологом. После первого курса он перевел меня на заочное отделение. И я поступила благополучно в медицинский учиться на стоматолога. Это, конечно, не совсем та профессия, которую я хотела, но я, понимаешь, 10 лет к ней готовилась морально. Всю свою жизнь у меня папа с детства будет стоматологом, поэтому у меня особых трудностей не было. Я очень коммуникабельный, очень общительный человек, у меня очень много друзей. Я еще не успела поступить в медицинский, я уже знала там всех. Закончила я в 2009 году свое образование. Нет, начала я работать не сразу. Я в 2009 году, после того, как получила диплом, сразу вышла замуж. Решила выполнить основной долг девушки. После 5-летней паузы Эльвира уже с 3 детьми начала свой творческий путь. Вообще я врач-терапевт, а стоматологи они делятся на ортодонтов, на ортопедов, хирургов и терапевтов. Я терапевт, и вы знаете, ведь у людей что-то получается лучше, что-то получается хуже. Я человек творческий, я очень люблю делать руками что-то, какие-то поделки, лепить из пластилина, цветочки, это все, это я очень люблю, это у меня с детства было. И я нашла себе такое узкое направление в терапии, как реставрация. Я выбрала его как свое основное направление. Мне очень нравится делать красивые зубы. Мне очень нравится видеть счастливые и довольные лица девушек и вообще людей, не только девушек, которые приходят ко мне со сломанным зубом или с каким-то комплексом, когда они не могли улыбнуться, а улыбка – это неотъемлемая часть полноценной жизни. А уходят они абсолютно счастливые, с широкой улыбкой, довольные. Всю свою жизнь Эльвира провела за пределами Чечни и только в 2016 году приехала на родину. Как и многие, живущие за пределами дома, она с самого детства мечтала о том, что когда-нибудь вернется на родину. Я жила в такой местности, где были меловые горы. Но это не назовешь горы, это такие пригорки, холмы меловые. Ну и все равно смотришь, да, на какой-нибудь пригорок. Например, недалеко от меня, прямо из моего окна была видна Третьянская гора. И вот я смотрела, думала, представляла, что это вот Кавказские горы, и я смотрю вот на какой-нибудь Казбек, что-нибудь, на какой-нибудь Эльбрус, вот я где-то в сторону Чечни, очень ностальгировала. С пациентом, безусловно, она находит общий язык, это вне зависимости от возраста, и с детьми, и со старшими. Мне кажется, что именно ее жизнерадостный характер помогает в работе с пациентами и, соответственно, с коллективом. Постоянное совершенствование. Эльвира всегда пытается быть на шаг впереди, и ей это прекрасно удается. Особая ее гордость – это браслет, который ей заслуженно вручил лучший мировой реставратор на всероссийском конкурсе. На эти курсы съезжаются со всей России. Вообще он ездит и по всем странам на курсы. Приезжают ребята со всей России. У нас были из Уфы, из Краснодара, из Кавказа много ребят было, ну, естественно, с Москвы, с Петербурга. Было 30 человек. На каждый свой курс, он вообще очень интересный человек, Виктор Щербаков, на каждый свой курс он готовит 5 браслетов. Те, кто отличился, те, кто сделал лучшую реставрацию, лучшую полировку, получают эти браслеты. Это не просто красивый аксессуар, да, на руку стоматологу и не просто показатель того, что ты там из 30 был лучшим реставратором. Это еще определенная привилегия, потому что, например, этот браслет дает мне право бесплатно посещать международные конгрессы стоматологические под эгидой Дзен, которые уже совсем скоро должны состояться в Москве. Многие мои пациенты, когда приходят ко мне на прием, могут увидеть его у меня на руке. Я его обычно не снимаю, я в нем работаю. Потому что из 30 человек со всей России получить его, а его получить очень тяжело. Это большое признание.
Определенные высоты достигнуты, но на этом Эльвира не собирается останавливаться. Она ясно видит, в каком спектре нужно развиваться и оттачивать свои навыки. Я вижу свои реставрации сейчас, и я понимаю, что до того идеала, который стоит у меня в голове, они еще не дошли, и меня это напрягает, а мне уже хочется. Конечно, это невозможно за такой короткий период времени получить, но мне очень хочется, чтобы у меня были хотя бы приближенные идеальные реставрации. Ее самое главное качество – это то, что она всегда на позитиве, она никогда не унывает, у нее всегда улыбка на лице, всегда стремится вот к большему, она никогда на одном месте не останавливается. Это говорит о том, что она фанат своего дела, это очень редкое качество. И помимо этого она еще и занимается рукоделием. Ну, про Эльвиру можно сказать все самое хорошее. Реставрация – это искусство, говорит Эльвира. Без творческих навыков тут не обойтись. Именно они и помогли освоить и полюбить свое дело. В свободное от работы время она создает прекрасные деревья из цветов – топиарий. Почти все работы Эльвира раздарила близким и родным. Сказать по правде, у меня сейчас свободного времени практически нету, но когда оно находится, я отдаю его либо чтению, я очень люблю читать, либо когда хочется что-нибудь сделать руками, делаю вот такие топиарии. У меня их было огромное множество, очень-очень много сделано, я их все раздарила друзьям, родственникам. Это называется цветочное дерево, еще его называют топиарий. Однажды, когда мы еще жили в Нальчике, я зашла в магазин и увидела вот такое маленькое деревце, очень такое симпатичное. Я спросила, что это, они говорят, топиарий. Я пришла домой, мне помог Google, окей, Google, и я посмотрела, как делать топиарий, мне они очень понравились, и я начала их делать. Человеку иногда нужен какой-то релакс, я нахожу это в этом. Когда у меня дома уже все спят, глубокой ночью я могу прийти на кухню, да, налить себе кофеек и что-нибудь там помастерить. Хороший специалист, прекрасная жена, мать 3 детей, рукодельница. В этой хрупкой и жизнерадостной девушке скрыто огромное множество талантов, а самое главное – стремление ко всему новому и совершенствованию своих способностей. Возможно, это пример для тех, кто всегда сетует на отсутствие свободного времени. Быть может, нужно просто начать делать и относиться ко всему легко и с любовью, как это делает наша героиня. Эльвира, как ты считаешь, какой должна быть настоящая ченская женщина? Настоящая ченская женщина, по моему мнению, глубокому убеждению, это абсолютная опора для своего супруга. Хранительница очага, в первую очередь, это дом и семья. Карьера, работа и все остальное, это далеко-далеко на следующих там где-то местах.